Сейчас хотел бы послушать все-таки мэра Якутска. Евгений Николаевич, как вы оцениваете ситуацию с задымлением? Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. У нас ситуация с задымлением остается сложной. Сегодня стало чуть полегче, чем вчера. Значит, по ситуации с задымлением у нас и вышло вчера постановление главного санитарного врача, по которому указаны мероприятия, необходимые по защите здоровья людей. В общем, за последние сутки было 41 обращение в скорую помощь. Людям оказана помощь амбулаторно, значит, в больнице никто не доставлен. Соответственно, по лесным пожарам у нас сегодня на границе города Якутска, Намского района и Горного района действует пожар. Мы его локализовали по территории города Якутска. Сегодня выйдем за границы города Якутска в сторону Намского, Горного Улуса. Надеемся завтра его локализовать. Силы, средства, там 90 человек из местного населения, 9 единиц техники. Работа ведется в круглосуточном режиме. Кратко все, спасибо. Да, вот вы привлекаете людей, вы только что об этом сказали. Хочу поблагодарить добровольцев, которые активное участие принимают в этой работе в такое сложное время. Но, Евгений Николаевич, какая-то дополнительная помощь со стороны республики, либо со стороны федеральных органов вот сейчас, в данный момент, нужна? С точки зрения сегодня тушения пожара мы обеспечены в полном объеме. По Якутску уже сегодня угрозы я не вижу, но ждем авиацию. Если задымленность позволит подняться авиации, применение вертолета с водосливным устройством облегчило бы нам проведение работ. Зона находится авиационная. Мы сегодня труднодоступное место, работаем там, тяжело в этом плане. Да, понятно. Евгений Николаевич, я по вашей просьбе вчера разговаривал с руководителями Ростехнадзора и Росавиации и с министром транспорта. Они подойдут к решению вопроса о возможности использовать удлиненную полосу для Б-200 без всяких формальностей, но, безусловно, с соблюдением необходимых требований, связанных с обеспечением безопасности. Спасибо, Владимир. Спасибо. Да. Ну, посмотрите по вертушкам, может быть, по вертолетам для Якутска. Они у нас есть, но сейчас задымленность не позволяет даже вертолет использовать. Понятно. Как только ветер пройдет... Ладно, хорошо, хорошо.